Причиной досрочного завершения саммита глав США и КНДР стало требование американского президента Дональда Трампа закрыть секретное предприятие по обогащению урана, пишет Исундай Тимес. По данным издания, речь идет об объекте, предположительно расположенном в городе Чхалима в нескольких километрах от Пхеньяна вниз по течению реки Тэдонган. Сундай Тимес отмечает, что в ходе встречи американская сторона потребовала ликвидировать завод, а после отказа Ким Чен Ына потребовала приостановить переговоры. Вскоре после этого Трамп вылетел в США, а северокорейский лидер продолжил визит во Вьетнам. Второй саммит КНДР США прошел в Ханое 27-28 февраля. Переговоры лидеров двух стран завершились без подписания каких-либо документов. Дональд Трамп заявил, что разногласия касались не снятия санкций. По его словам, Пхеньян не пошел на уступки в другой сфере. Ханой завершился американо-северокорейский саммит. Город приходит в себя после многокилометровых пробок, вызванных перемещениями кортежей Дональда Трампа и Ким Чен Ына. Внимание СМИ по традиции привлекли подтянутые высокие охранники, бежавшие бодрой трусцой рядом с автомобилем лидера КНДР. Такие эффектные детали заметны всем. Но в автомобильном этикете первых лиц страны есть и другие. Приехав на станцию Донгданг на специальном бронепоезде, Ким Чен Ын пересел в черный лимузин. До столицы Вьетнама оставалось 120 километров пути. А последние несколько сотен метров до места встречи машину окружали 12 бегущих охранников. Ранее их уже видели рядом с автомобилем любимого руководителя на саммите в Сингапуре. О том, что это за телохранители Стайры, западным СМИ рассказал приглашенный эксперт Корейского института США, подразделения университета Джона Хопкинса, Майкл Мэддин. По его словам, это сотрудники так называемого отдела номер 6, или Главного управления адъютантов. Сюда их определяют после службы в армии. Будущий телохранитель должен обладать прекрасными физическими данными, стопроцентным зрением и быть одного роста с северокорейским лидером. Среди обязательных навыков – умение метко стрелять и владение боевыми искусствами. Отвечающих этим требованиям тщательно проверяют органы госбезопасности. Спецслужбы изучают биографии всех родственников до второго колена. Прошедшие через сито отборы станут долго учиться, преодолевая серьезные физические и психологические испытания. Не забудьте подписаться на канал. Многие отмечают, что охранники Ким Чен Ына сильно отличаются от телохранителей его отца. Во-первых, их меньше. Во-вторых, по словам журналистов, у них более дружелюбные лица. Что касается дресс-кода, секьюрити носит либо френчи в стиле партийного руководства, либо черные костюмы и галстуки, как их западные коллеги. Бдительные охранники сопровождают и знаменитый поезд Ким Чен Ына. На всем пути следования состава через каждые 100 метров вдоль путей стоят часовые. Мэддин рассказывает, что, в отличие от других мировых лидеров, только у главы КНДР есть трехуровневая структура личной безопасности. Состав, на котором путешествует первый секретарь Трудовой партии Кореи, бронированный. Все, что с ним связано, окутано тайной. Известно только, что нынешние вагоны созданы по советским лекалам. В отличие от поезда Ким Чен Ира, на котором тот в 2001 году по Транссибу приезжал на встречу с Владимиром Путиным, в составе Ким Чен Ына, нашпигованном электроникой, появились современные кондиционеры, плазменные телевизоры.